Ассаламу алейкум, мессен-мессес и всем мира. С вами, как всегда, по пятницам Ринат Хабибуллин и Татары сквозь время. Мы продолжаем наш экскурс по ханствам, которые образовались в результате распада Золотой Орды. Наш сегодняшний выпуск посвящен узбекскому ханству. Политическая история левого крыла улуса Джучи-Кук-Орда в русских источниках Синяя Орда весьма сложна, и тут она затрагивается лишь в связи с формированием в 15 веке на его территории трех поздних золотоордынских государств – Узбекского ханства, Тюменского ханства и Ногайской Орды. Тюменское ханство и Ногайская Орда фактически выделились из состава более раннего государства шейбанитов – Узбекского ханства. Но они в его рамках уже существовали в виде самостоятельных вилаятов – вилаята Чингитура и племенного иля Мангытский юрт. После смерти влиятельного и талантливого военачальника и государственного деятеля Золотой Орды Эдыгея в 1420 году в восточной части улуса Джучи началась борьба за власть между несколькими ханами, среди которых видная роль принадлежала потомкам Шибана. Шибан, напомним, был одним из сыновей Джучи и внуком Чингисхана. Ему было передано управление та самая Кок-Орда. В итоге противоборство разных политических групп в 1428-29 годах, предводителями многих племен, в числе которых выделялся внук Мангыта Эдыгея по имени Вакас, на ханский престол был посажен шибанит Абулхайр. Именно с именем Абулхайра и связывают возникновение шибанитского государства. Столицей нового государства стал город Тура, в котором исследователи видят административно-политический центр вилаята Чинги-Тура, известный также как Тюмень. В этом составе он остался до 1446 года, но постепенно сфера интересов шибанитского государства из юго-западной Сибири начала сдвигаться к бассейну Сырдарьи, где в 1446 году ханом Абулхайром были захвачены ряд городов. Столица государства тогда переместилась в город Сыгнак. В 1460 году недовольные жесткой политикой Абулхайра султаны Чингизиды Жанибек и Кирей со своими подданными откочевали на восток в Семиречье, в Могулистан, где создали казахское ханство. Племена, ушедшие с ними, стали называть себя узбек-казахами, свободными узбеками. Абулхайр решил покарать Жанибека и Кирея. С этой целью в 1468 году он отправился в поход, а в местности Аккыстау, близ Алматы, он умер. Преемник Абулхайра, шейх Хайдар, был убит в междоусобной борьбе, а внуку Абулхайра Мухаммаду Шейбани пришлось вести долгую и упорную борьбу с казахскими ханами за власть в степи и в южных городах региона Средней Сырдарьи и Каратау. В 1510 году войско Мухаммада Шейбани потерпело поражение от войск казахов во главе с Касым-ханом, после чего ханство Абулхайра распалось, но государство узбеков с шейбанидами во главе продолжило свою историю в рамках Бухарского ханства, куда в 1533 году была перенесена столица государства. Шейбаниды правили до 1601 года. После смерти Абдуллы-хана II и убийства его сына Абдульмумин-хана начался закат их династии. Пир-Мухаммед-хану II, последнему шейбаниду, принадлежала лишь небольшая часть государства. В 1601 году он погиб в междоусобной борьбе. На смену шейбанидам пришла династия аштарханидов, происходившая от астраханских ханов дома Джучи. Государство шейбанидов было построено по принципу Золотой Орды и не сильно отличалось от других позднезолотоордынских этнополитических образований. Беклербеком при хане Абулхайре являлся Вакас из клана мангытов. Однако сама структура системы Карачебея в этом ханстве остается нераскрытой. В документе Шейбани-Наме сохранился список знати, назначенных ханов Абулхайром на территорию вилаята Чингитура, которые являлись там даругами, то есть представителями хана. Речь идет о кланах Канград, Дурма, Уйгур и Кушчи. Если же учесть весь набор кланов, включая мангытов, то количество их значительно превышает то количество, которое принято в традиционной системе Карачебеев. О системе управления Золотой Орды можно узнать из нашего 10-го выпуска. Как бы то ни было, в 16 веке в Бухарском ханстве, государстве, которое во многом является преемником узбекского ханства, найманы, дурманы и кушчи относились к самым известным кланам. Туда же, вероятно, относились и мангыты.
Есть данные, что даже в XVIII веке все эти кланы участвовали в церемонии возведения хана на престол на белом войлоке. Тюркское население шибанитского государства состояло из множества племен. Всевозможных племенных подразделений здесь насчитывалось более 90. Все эти группы имели собирательное наименование узбек. Узбекиян, то есть узбековцы, или мамалкати узбек, жители государства хана Узбека. Однако позднее этноним узбек перестал относиться ко всем кланам узбекского ханства. В сочинении 1509 года Фазлал-хана ибн Разбухана в записке бухарского гостя есть такие строки. 3 племени относятся к узбекам. Одно шибаниты, второе казахи, третье мангыты. И в данном случае термин узбек применен в смысле политэтнонима и отражает ситуацию скорее 15 века, когда указанные группы образовывали единое этнополитическое пространство. Кроме того, за частью этнических наследников узбеков закрепился этноним татар, например, в Сибирском ханстве. Последний термин «татар» функционировал и в Ногайской Орде. Можно полагать, что данный термин функционировал и в шибанитском государстве, будучи окончательно заменен на понятие «узбек» лишь после переселения в первой половине XVI века крупного массива кочевого населения шейбанидов в Среднюю Азию, образовав там Хивинское и Бухарское ханство. Сколько точно жило в данном государстве населения, неизвестно. В литературе XVI века приводятся цифры от 1,2 до 1,3 миллиона человек. Примерно 240-360 тысяч ушли с шибанитами в Среднюю Азию. В узбекском ханстве экономика зиждилась не только на кочевом скотоводстве, но и на оседлом земледелии. Особенно после завоевания ханом Абулхайром районов Сырдарьи с городами Ясы, Акрак, Сыгнак, Сауран, Аргун и других. В других частях ханства также имелись городские центры и сельское население. У кочевников основным богатством являлись овцы, но они разводили и лошадей, и верблюдов, в меньшей степени коров и коз. Также существовала охота, определенное значение имело и рыболовство. Скажем, о жителях Сыгнака и его округе в записках бухарского гостя говорится следующее. Все люди в незимнее время много охотятся и заготавливают на зиму запасы продовольствия. Речь идет об охоте на сайгаков, куланов, степных баранов и других животных. О значении торговли для экономики шибанитского государства свидетельствует кусок из того же источника, в котором говорится: купцы владений и местностей Дашты-Кыпчака до пределов реки Адиль сделали город Сыгнак местом складов своих и привозят сюда торговые товары. Купцы областей Туркестана, Мавераннахра и с востока до пределов Кашгара привозят в Сыгнак товары этих стран и совершают с людьми Дешта торговые сделки и обмен. Добра со всех стран здесь в изобилии. В Сыгнаке ежедневно на рынках жарили 500 верблюдов, и к вечеру на базарах не оставалось ни куска. Там имелись городские власти, мечеть, могилы, гробницы всех ханов. В городских центрах ханства существовали ремесла, обработка кожи, металла, ювелирное дело, гончарное производство, изготовление оружия, в том числе сабель, луков, наконечников, копий, стремян, седел, подводов для телег и так далее. В домашних условиях изготавливалась верхняя одежда из овчины, домашняя утварь из кожи, обувь, седла, уздечки, войлок, мешки и прочее. Отраслью экономики были и военные походы, регулярно делавшиеся вглубь владений тимуридов против казахов и в другие районы. Скажем, во время набега шибанидов в округу Ташкента в 1501-1502 годах были уведены 200 тысяч овец, 5 тысяч лошадей, 3 тысячи рабов и 1500 военнопленных. Мало известно о фискальной системе ханства, но и исах жителей собирался также регулярно, и вариантов налогов было также немало, как и в других ханствах. Что касается политического строя, то здесь он практически не отличался от других постзолотоордынских государств. Во главе стоял хан Чингизид из рода Шибана. Иллюстрации на тему того, как кланы решали вопрос престола наследия, существует в одном из документов XVI века. Там сказано: беки Карачи, объединившись, посоветовавшись, решили, что старший сын хана будет хорошим человеком, и поручили его Карачин-Бахадур. Будущего хана Дервиш Хусейна они здесь называют по прозвищу. Совет из предводителей племен, диван, возглавляется Карачи-беком. Имеется в виду, очевидно, Беклер-бек. Известен Наиб, заместитель визиря. Административный аппарат состоял из аталыков
эмиров, другое наименование Кукельташа – Карачи-беков и Казыев. Самый главный Казы являлся сеидом, высшим духовным авторитетом. Терминами инаки и нукера обозначались близкие к хану люди из знати. Инаки являлись эмирами крупнейших племен. Очевидно, ханство делилось на владения отдельных кланов, но сама система также мало изучена. Правление аштраханидов продлилось до начала XVIII века, где их сменил клан известных нам мангытов. О мангытском иле можно узнать из 14 выпуска нашего цикла. Хоть мангыты и не были из рода Чингисхана, но сумели сконцентрировать в своих руках власть и даже некоторое время считались ханами. В дальнейшем Бухарское ханство было переименовано в Бухарский Эмират и под этим названием просуществовало вплоть до 1920 года. Друзья, этот краткий обзор государства шибанидов, конечно, не может раскрыть и малой толики интересных фактов об этом уникальном этнополитическом образовании. Тем не менее, нам всегда очень интересно знать, что вы думаете и как оцениваете наши выпуски. Поэтому обязательно ставьте лайк, или дизлайк под видео, оставляйте комментарии и обязательно подписывайтесь на наш канал. Увидимся в следующую пятницу, где мы поговорим о казахском ханстве. Ассаламу алейкум, сау болгас и до новых встреч. Пока.